У меня просто наворачиваются слезы, я не могу говорить это спокойно, потому что я видела, как дети здесь маленькие играются. Да такие играются, здесь негде, да им играть. У нас никогда не было детской площадки. А где им играть? А если туберкулезом заболеть, и всем заболеет? Лет 5 назад точно был туалет. И он сгорел, 2 раза горел. Вот так и живем, да? Заметили проблему? Хотите помочь другим? Зафиксируйте нарушение, отправьте на городской портал OneClick Якутск и следите за устранением. Сервис мониторинг проблем – удобный инструмент для улучшения жизни в городе. За 5 лет решено более 5000 вопросов. В один клик. Всем привет, с вами Марика Амосова, вы смотрите мониторинг проблем. Мы приехали на адрес Космонавтов 4/1 и 4. Люди, которые живут в этом доме, подали заявку о том, что невозможно пройти полностью, захламлено мусором. Везде лужи, протекают фекалии, потому что дома не благоустроены, тут нету туалетов, и поэтому они сливают на улицу. И здесь мы видим, собачка пришла, и здесь мы видим о том, что мусор лежит по всей ограде. Фекалии идут к дому, затапливает дом. И минуточку внимания. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 домов и имеет только один деревянный бак для мусора, который стоит посередине, к которому невозможно пройти. Ну вот сейчас что видели? Туалета нету, да, у нас? Ящик тоже одна тут. Хотя бы 2 поставили. Вот отсюда грязь, и идти туда далеко. Поэтому, вот так по грязи пройти. Как это? Поэтому с вы ведром? мусор сваливаете рядом. Конечно, вот. Невозможно, потому что пройти, да? Конечно. С ведром идти вон туда далеко. Тем более еще дети выбегают с этими ведрами. Здесь нет детской площадки, у вас у всех есть дети. Да, Конечно. у нас никогда не было детской площадки. Да. Вот. Живу здесь уже 20 лет, и рядом, и поблизости вообще нету. И, куда ходим? В садик. Да, вот. Если Через там дом вон там садик. И там тоже рядом мусор. Туда только еще дойти тоже надо еще. Вот так и живем, да? Что бы вы хотели? Вы обращались в управляющую компанию, то есть можно больше установить? Да, приходили, даже вот депутаты, чтобы выбрать, да, приходили, подпись собирали. Говорили, если депутат будет, почему у нас туалета нету, некуда идти. А зачем такой депутат, если он нам даже ничего не помогает? Туалета никогда не было, да? 5 лет. Было 5 лет назад. 5 лет назад. Сгорел? Сгорел. После этого новый не поставили. Ну, вы обращались в управляющую компанию, у вас управляющая компания Union, просили о том, чтобы ящики для мусора установили. Ну, раньше был не Union, а как Дюлус. Дюлус. Вот, и мы обращались. Заявление писали, ага. У них должно быть там все зафиксировано. Вот лет 5 назад точно был туалет. И он сгорел, 2 раза горел. И вот. Мы писали, жильцы, написали заявление, да, и все. Сейчас у нас это управляющая Union. Год уже, да? Очень ужасно. Все время вода, грязь, вонь стоит, ну вот это вот вся. Что еще? Ребенку негде гулять. Ну, само собой. Не идти, не гулять. Вы тоже идете в садик, да, там играете? Нет, мы не гуляем там. Мусора, чтобы вот этого, как сказать, не было. Воды, чтобы вон там не было около двери. Что с ребенком сложно выходить, когда вот так вода, и получается постоянно ребенка тут вытаскиваешь. Ну, потому что невозможно играть. Невозможно играть тут. Так они вот, дети вот под вечер выходят, они вот возят матрасы, вот где мусор, а где им играть? А если туберкулезом заболеть, и всем заболеет. Условия вот, помойки, детям гулять негде. Ну как бы вот, ситуация такая, что да не пройти ничего, запах сами вот чувствуете какой здесь. Но вообще очень, да, не помойная яма нет, не коммунальных, ничего такого. Мусор вот видите везде, под ногами. Насколько сложно пройти вот к этому единственному ящику, который расположен посередине? Без сапогов лучше не ходить. Но только в сапогах или в хороших ботинках. А так, ну невозможно подойти даже. Поэтому вот везде мусор лежит. Все.
даже до мусорного бака дойти невозможно. Ну, вот такие вот спартанские условия, как говорится. Вот смотрю я в окно, в разбитое окно, и понимаю, что это нечеловеческие условия. Жить, ладно, дом, он старый, он утопает, мы смотрим вот такие вот стены, но жить в таком запахе, элементарно, чтобы выбросить мусор, им надо пройти через испытания, но это просто нереально жесть. Здесь стоит запах мочи и говна, вот простите меня, но невозможно дышать. У меня просто слезы накатываются, у меня болит сердце, что люди и маленькие такие дети живут в таких условиях. Вот эта вот женщина с ребенком, она пришла, и там в квартире у них вода. Мы сейчас покажем. Вот девушка, которая с ребенком была на улице, она живет в этой квартире. И вот смотрите, просто вода изнутри идет. Ну, потому что дом реально, он как бы падает, у нас вечная мерзлота, и оттуда выходит, но с ребенком жить в таких условиях это просто нереально. Чтобы пройти в квартиру, им надо переступить вот. Ну это же, ну не знаю, я без комментариев. Вот мы идем из дома, вышли для того, чтобы показать вам наглядно, как можно пройти к мусорному ящику. Мы доходим. Видим мусор, потому что здесь складывают мусор, потому что невозможно пройти по этой грязи вот до того ящика. Но кто-то, обратите внимание, кто-то доходит и выбрасывает мусор туда. Но не все это делают. Я вот не могу пройти, потому что уже видно фекальные отходы, мусор. Ну, а вот они просят, чтобы сыпали песком. Но если они будут сыпать песком, то все фекалии будут идти в дома. Потому что дом находится на уровне ниже. Если отсыпка двора, где стоит ящик мусорный, будет выше, то все отходы фекальные будут течь в дом. Поэтому они пытаются грейдером проходить и делать более ниже уровня. Но все равно, ну, установите ящики побольше, ближе к домам. Установите туалет. Уже 5 лет нету туалета. Дома неблагоустроенные. Они сливают отходы на улицу. Сделайте, пожалуйста, по-человечески. Ну, не один бак. 6 домов. У меня просто наворачиваются слезы, я не могу говорить это спокойно, потому что я видела, как дети здесь маленькие играются. Да такие играются, здесь негде, да, им играть. Ладно, взрослые люди, они осознанно выбирают, где они живут, они осознанно живут, и зависит от них, в каких условиях они будут жить. Но дети, они не виноваты, что родители, ну, живут в таких условиях, они не выбирают семью. И здесь стоит страшный запах, и здесь виноваты не только город там и кто-то еще, здесь виноваты все. Этот район, 17-й квартал, я понимала, что он ужасно, но настолько ужасно я не представляла. И это не виноват только один человек, здесь виноваты очень много людей, которые годами все это делается, и которые годами не могут исправить. Я не знаю, к кому обращаться и как повлиять этим людям, которые оставляют заявки на городской портал OneClick, потому что один человек и группа человек это не исправит. Это надо объединяться и делать. Короче, у меня жестко болит сердце, Слава. Пошли.
А вообще, по большому счету, это глобальная проблема всего города. То есть на протяжении многих лет принцип был такой: подзачистить город, а потом, значит, подзасыпать песочком. Вот и все. То есть получился сэндвич. То есть мусор покрывался песком, дом уходит вниз по старости, а мы двор отсыпаем. Ну, как бы с одной стороны двор сухой, а в дом-то вода идет. Поэтому сейчас, вот, допустим, с новым руководством СГХ мы проводим вот эти вот болевые точки, рассматриваем. И, скорее всего, будем вот эти слои снимать. То есть, ну, либо делать какие-то водоотводные ливневые каналы там, или лотки, там, ну, что-то смотреть будем, какую-то реконструкцию будем делать дворов, чтобы от домов вода уходила. Вот, ну, вот в частности, у нас из Жарницкого 42 тонет, сегодня только что оттуда приехал. И вот сейчас собираемся, пока экстремально откачаем фекалками, а дальше будем смотреть, как эту воду отвести. Мы приехали в управляющую компанию Union для того, чтобы узнать, почему невозможно поставить ящиков мусорных больше для отходов. Но хотелось бы сказать о том, что Union 50% частная компания и 50% городская. Почему городская? Потому что аварийные дома и ветхие дома управляющие компании другие брать на себя не хотят. То есть на данной санитарной точке находится 5 домов. В этих 5 домов задолженность 1 000 000 рублей. Коробов, выгребной ямы. То есть выгребная яма там, если и будет, то только благодаря тому, что мы включили на этот год в план по текущему ремонту, в рамках которого город выделяет, потому что город понимает, что это не наша обязанность обустройства санитарных точек, и проводит, то есть выдает субсидии по текущему ремонту, куда входит обустройство санитарных точек, то есть туалетов, коробов и выгребных ям. Опять же, там выгребные ямы, конечно, только летние, а при нашем климате, это буквально они функционируют 3-4 месяца в году. В основное время они не функционируют и просто вырастает гора льда. Компания Union, в свою очередь, по этим домам вывозит в 10 раз больше, чем получает денег с этих домов. То есть работаете сейчас в минус? Мы работаем в минус по этим домам. Но они сами таки говорят, что большинство людей, которые проживают в этих домах, это съемщики, то есть не жильцы сами. Да, там половина квартир сдается в аренду, и собственники, которые сдают в аренду, либо вообще это даже по социальному найму они проживают там. То есть ДЖО их должно вообще выселять и заселять нормальных людей, которые могут оплачивать. А они, люди, получают просто выгоду тупо с этих квартир. Они сдают их в аренду, потом не платят и в то же время не выселяются. А по закону, если 6 месяцев ты не пользуешься социальным жильем, ты должен расторгнуть договор. Ну, то есть они должны расторгнуть договор в судебном порядке с ними ДЖО. У нас, допустим, в Украине больше 600 домов на обслуживании. Они все аварийные, все деревянные. И, соответственно, половина этих домов вообще не платят. И мы считаем, что наши услуги, которые заключены в тарифы, мы их просто перевыполняем даже. А согласно закону жильцы сами должны принимать тарифы. Если они этого не делают, то только тогда применяются тарифы, которые разрабатывает муниципальный орган. Мы с радостью будем выполнять дополнительные работы, но нам же никто не дает права на них. Понимаете, если бы нам дали право выполнять такие работы, то по ним пошли бы деньги, мы, конечно, их выполняли бы. То есть сейчас единственный выход: либо деньги собрать с жильцов, либо в текущий ремонт, чтобы выделили нам деньги в этом году. Понимаете, это занимается СГХ, они каждый год выделяют деньги. Но мы им подаем список, допустим, на 100 домов, а они вычеркивают и там 30-20 оставляют, и по ним только мы выполняем работу. Почему Union принадлежат 600 домов и только аварийные и ветхие? Потому что от них отказались управляющие компании. Вот эти. Прометей, Арсенал, Строительная, все крупные компании от них отказались, потому что все эти дома убыточные. Никто не хочет с ними возиться. И только УК Union, получается, какие-никакие в рамках оплаты и даже больше предоставляют услуги. То есть жильцам просто нужно со своими тарифами разобраться. Если они не хотят сами принимать тарифы, то город за них это решает. Но в тарифы не входит, да, во-первых, в тарифы не входят такие услуги, как установка выгребной ямы, вывоз снега, устройство водоотведения. Но все равно по данному дому проводятся субботники, и мусор и собирается и вывозится регулярно. То есть своими силами вы стараетесь улучшить? Да, своими силами мы выполняем максимум.
Сейчас мы позвоним с ИГХ по теме 17-го квартала и хотим спросить, почему все-таки один ящик и не могут выкопать хотя бы для отходов. Сейчас мы опять же позвоним. Что можно сделать, чтобы жители, ну, хотя бы улучшить условия, потому что реально один ящик мусорный на 6 домов, ну, это ужас какой-то. Мы подвели итоги, и вот у нас есть такие округа, где в целом, ну, грубо говоря, антисанитария. Это вот строительный, санитарский округ, да? И, значит, по ним решения приняты такие, что вот по данным округам, еще по автодорожному, промышленному и по Мархе у нас будут до 20 мая, значит, составлены комплексные планы по санитарному состоянию благоустройства данных округов. И эта же работа должна быть такая системная, да? Если мы сейчас просто вот какашки, как вы говорите, откачаем, на следующий год то же самое будет. Да. Правильно? Что, Виталий Семенович, давайте мы вот между этими там 4-6 домами, да, поставим, допустим, не 3 бака, а ну, в 2 местах, чтобы людям сократить путь, допустим, к примеру. Что для этого надо? Для этого надо наварить, допустим, изготовить эти мусорные баки. Все, мы определяем источники финансирования. Также я сегодня дал поручение главам, чтобы они изыскали внебюджетные средства. То есть это вот строительный округ, тому же Хлебнику, я сегодня ему говорил, у тебя кучу магазинов, кучу предпринимателей, юридических лиц, да, тот же строительный рынок. Ну, можно же попросить кого-то, значит, бак один сварить, второго, еще что-то, да, как-то, ну, чтобы они посодействовали. Потом у него там куча депутатов идет в горсобрание, вилтумэн. Пусть они тоже вот пиарятся, же не просто так они. А вот пусть он пропиарится, построит 2 мусорных бака или купит и поставит, к примеру. Ну и вот так вот мы точечно, они проблемы сейчас до 20 мая как бы нам обрисовывают все. Мы садимся и смотрим по источникам. Спасибо вот. за комментарий. Что, вы записывали, что ли? Да. Ну хорошо, там, все тогда. Ну, я, получается, смотрите, у нас тогда статус в работе пока ставим. А потом к завершению, если после 20 мая к осени все это будет уже устаканиться, то тогда сделаем. Не, я думаю, устаканится это в Пионерского. Вообще улица сама, она у нас как бы на таком счету, ну, не очень хорошем. Там постоянно у них то зимой фекалии бегут. Потом у них по Пионерского самовольные врезки, канализационные. То есть это сети даже не бесхозные, они вообще ничьи. Люди просто сами самовольно поврезались, не брали разрешение на подключение. И вот все результат вот в этом. Что не специалисты монтировали эти канализационные трубы, сейчас всю зиму не растекаются. Сейчас все это растаяло, и все, соответственно, поплыло. И вы правильно говорите, они даже до санитарной точки не могут дойти, чтобы мусор вывалить, правильно? И поэтому вываливают везде, где попало. Здесь все вываливают, и все это плывет. И сами, получается, под себя ходят. Так же? Да. Вот поэтому это задача на самом деле округа, выявлять вот эти болевые точки, и чтобы мы комплексно решали. А локально, если решать будем, просто там позвать фекалку, которую откачал, на следующий год то же самое будет. Но это временно. Поэтому, да, это временно, а тут именно в стратегическом направлении мы должны работать. Поэтому в этом году до 20 мая должны вот эти вот округа у нас вышеназванные подготовить комплексные планы. С помощью вот наших специалистов. Ну все, очень хорошо сказали, спасибо, понятно. Спасибо. До свидания. До свидания. Хочу поделиться с информацией, что Хлебников Олег Владимирович, начальник строительного округа управы, и Чикачев Виталий Семенович, начальник службы эксплуатации городского хозяйства, это 2 человека, которые встали на новые должности, руководящие с ноября месяца 2017 года. И думаю, что с свежим и новым взглядом они смогут изменить ситуацию в городе Якутске. Мы подъехали рядом с объектом улицы Лермонтова. Здесь находится рядом Ростелеком и во дворы Каландрашвили. Это такой очень активный и проходимый мост. Раньше, помню, когда я училась в 31-й школе, здесь был деревянный такой мост, и он постоянно шатался, по нему было страшно ходить. Но сейчас мы видим каменный мост, и какое-то частное лицо хотел построить здесь теплый рынок. С 2 положений, слева и справа, есть помещение, которое можно будет посмотреть. Здесь есть входные части с той стороны начала моста и с этой стороны.
видим то, что огромное помещение, огромные вот такие вот помещения, они пустуют. На вопрос, собираются ли здесь люди, мне ответили, что в зимнее время здесь не собираются, хотя двери открыты, выломаны, а летом бывает, что молодежь собирается. Ну, сегодня мы находимся вот на нашем одном из проблемных участков. Это мостовой переход, 69-й квартал. Здесь люди проходят от автобусной остановки Лермонтова, 95, жилой квартал, 69-й. Ну, вот у нас постоянные обращения от населения. И хотели бы дать вот комментарии по этому поводу, что данный мост, он находится в частной собственности, к муниципальному имуществу и к окружной администрации он непосредственного отношения не имеет. И просто вот владелец, получается, не может достроить и опять же, ну, не обеспечивает соответствующий уход. Ну вот, как можете обратить внимание, санитарное состояние и в общем состояние объекта. Окружная администрация неоднократно пыталась снести данный объект, но опять же этот владелец, он в суде отстаивал свои права. Ну, а на сегодняшний день тут санитарное состояние, уборка снега, вот какие-то вот такие текущие вопросы, получается, обеспечивает управа Октябрьского округа силами своих дворников. Имя о признании недействительным распоряжения номер 420-Р от 24 марта 2017 года. То есть опять это стало теперь установил бесподвижно, да? Может, да. Какой год это идет примерно? Года 4. Что такое-то какой-то? Уже сколько лет стоит она. Но вам не мешает, да? Да, не мешает, я не знаю. Здесь получается, если ты не хочешь пройти по этому проходу, то можно сделать вот такой круг через внутреннее помещение, либо вот с этого положения. Вот так вот. На самом деле проходимое место, если бы он бы сделал качественно и по закону свое строительство, мне кажется, был бы хороший рынок на мосту. Но не делают хорошо, и жители этого района думают, что это город виноват, думают то, что вот эти вот палеты и никто не убирается за мусором, виноват город, виновата мэрия. На самом деле это не так. Это частная собственность, которая уже во второй раз пытаются отсудить и не получается. Они же хотели делать магазины, но не построили ничего. И вот у нас, видите, как мы ходим. Во-первых, это опасно для жизни. Мало ли кто там может ночью спрятаться, так, детей. Ну и вот проходимость какая. То есть освещения здесь нету? Освещения нету, это вот зимой вот бежишь. Это еще двери были закрыты, не знаю, кто открыл. Вот эти половины были закрыты. А так, если там кто-то стоит зимой, представьте, ребенку опасно, да? Ну и грязь. Своими силами мы нашли номер владельца этого моста строительного, который находится по Лермонтова. Его зовут Литвинов Андрей Викторович, и сейчас мы ему позвоним. Ну, в общем, дело в том, что мы сейчас судились же там с администрацией по поводу... Да, это мы в курсе. Да. Ну и вот сейчас мы пришли с ними, так сказать, к мировому соглашению. Сегодня, кстати, был суд по утверждению, перенесли на 16-е. И поэтому мы, то есть, будем его демонтировать, и они забирают себе. То есть они отдают нам другой участок земельный. То есть с сегодняшнего дня, как я понимаю, сегодня... Не сегодняшнего, 16 числа, видимо. Он переходит к городу. Мы будем его демонтировать, да. Ну а демонтировать будете вы своими силами? Мы будем, да. И отдаете городу? Участок, да. А мост? Мост остается, то есть мы верхнюю снимаем, а сам мост остается. Ну все, мы тогда ждем время, просто люди думают, что это городу находится. Почему было вот то, что здесь же у нас судились долго с администрацией, поэтому они не давали нам продление разрешения строительства, и поэтому все здесь остановилось, поэтому как бы и все стояло. Мы бы давно его запустили и облагородили бы все, конечно. Все ясно. Ну, вот. Спасибо большое за ответ. Пришли к такому состоянию. Сегодня 8 мая, и этот вопрос решился, уже хотя бы понятно, что будет с мостом и какая судьба.
С вами была Марика Амосова. Вы смотрели мониторинг проблем. Услышав две стороны жителей 17-го квартала и управляющую компанию, у меня двоякие чувства. Потому что управляющая компания старается и пытается улучшить жилье. Но не могут, потому что жители этого района просто не оплачивают своевременно за коммунальные услуги и не могут... Поэтому они не могут улучшить. У них нету просто средств. И вторая ситуация, которая стояла по Лермонтова, жители почему-то думали, что это принадлежит городу, и город не заботится, и там ужасная грязь, стройка какая-то непонятная. А оказывается, просто частник судится уже 4-й год и не может достроить свой строительный объект. До скорой встречи, встретимся ровно через 2 недели.